На базе Абхазо-Российского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и регионами Российской Федерации подписано множество двусторонних соглашений. Некоторые из них успешно реализуются, но многие договоренности пока остаются на бумаге. Почему? Что необходимо сделать для их реализации? Об этом говорили за круглым столом на тему «Межрегиональное сотрудничество как базис взаимодействия России и Абхазии», который провели торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов и президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия. Между Министерством по курортам и туризму Абхазии и Управлением Международного федерального российского агентства по туризму заключено соглашение о сотрудничестве. Круглый стол с участием министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гардския и его коллеги из Кабардино-Балкарии Мурата Шагинсукова, а также туроператоров и ательеров из Абхазии и России был посвящен вопросам дальнейшего сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы и планы. Перечисляя проблемы, стоящие перед абхазским туризмом, замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба выделил основные, среди которых назвал логистику, страхование, квалифицированные кадры и сервис. Чтобы продвигать торгово-экономические связи Абхазии и России, необходимо развивать специальные инструменты. Какие именно, обсуждали участники третьего круглого стола, в работе которого приняли участие президент правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, советник министра экономики Абхазии Иракли Лакарба, депутаты парламента Республики Абхазия, представители таможни. Вопросы взаимодействия с разными звеньями торгово-экономической цепи, взаимоотношений с ритейлом, с дистрибьюторами, проблемы поставщиков и потребителей обсудили в ходе работы круглого стола. Потребности России в продукции они достаточно широкие. До сих пор свыше 50% широкой линейки импортируются из-за пределов Российской Федерации. И, в общем-то, в ближайшие годы сказать, что это как-то ситуация преломится нельзя, поэтому потребности они крайне высоки. Соответственно, в этом контексте, конечно, предъявляется целый ряд широких требований. Ну, непосредственно, если про потребности, например, про плодово-овощной продукции, которая может, например, предлагать Абхазия, в этой линейке, наверное, потребность практически присутствует в каждом товаре. Важным моментом работы круглого стола была презентация концепции строительства морского транспортно-логистического комплекса на озере Скурча. Презентовал проект директор Института экологии Абхазии Роман Дбар. При возможной реализации этого проекта значительно увеличится объем грузовых морских, железнодорожных и автомобильных перевозок через территорию Абхазии и южный транспортный коридор Российской Федерации. А с учетом близости аэропорта Бабушара в перспективе и воздушного транспорта для обработки широкого спектра грузов. Проект также предусматривает строительство бизнес-зоны для оказания услуг и сервисного обслуживания предприятий и иностранных компаний. По предварительным расчетам стоимость проекта на озере Скурча составляет приблизительно 2 миллиарда рублей. Общее время реализации данного проекта может составлять 24 месяца, то есть 2 года. И таким образом при реализации этого проекта будет получен очень существенный социально-экономический эффект, который будет проявляться в таких вещах, как независимый выход крупнотоннажных судов в любые иностранные порты мира, активизация деятельности Северокавказского региона России, Краснодарского, Ставропольского краев, что окажет существенное влияние на экономическое развитие Республики Абхазия и южных регионов России. Создание в Ачимчинском районе дополнительных порядка 500 рабочих мест, из них 300 только в МТЛК. И таким образом, учитывая мультипликативный эффект от подобных инвестиций, в данном районе, естественно, значительно и существенно может быть поднят уровень жизни. Чем привлекателен для деловых людей такого рода форум? Проект по Скурче сразу заинтересовал потенциальных инвесторов. Например, крупнейшую в Краснодарском крае компанию АЛК++ Company, которая занимается инвестициями и строительством. Считаю, что данный проект очень перспективен для предпринимательства как Абхазии, так и российских предпринимателей.
Месторасположение идеально. Сегодня мы съездили второй раз на данную площадку. Считаем, что очень перспективно. Это будет один из, я считаю, что вообще это один из важнейших проектов на данный момент Абхазии. Мы начали глубже изучать этот проект и видим все больше и больше в нем плюсов. И надеемся, что он будет в ближайшее время претворен в жизнь и принесет пользу как и государству Абхазии, Республике Абхазии, так и будет интересен для России как транспортный такой логистический узел. У него большое будущее, я считаю. Четвертый круглый стол был посвящен обсуждению перспектив развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией. Модераторы встречи – замминистра экономики Абхазии Заур Гулия и генеральный директор института Евразес Владимир Лепехин, по мнению которого в Абхазии выгодная и благоприятная налоговая система, но этого недостаточно для привлечения инвестиций. Все должно быть в комплексе, отметил Лепехин. По его словам, для эффективного развития экономики Абхазии и привлечения иностранных инвестиций необходимы полноценная банковская система, доступ к информации, правовая защищенность, безопасность и возможность получить прибыль от вложения в республику. Без всякого сомнения, в Абхазии очень такая выгодная налоговая ситуация, и законодатели постарались, и исполнители постарались. В общем, если сравнивать налоговую систему Абхазии с соседними странами, с Россией, там, с Грузией, там, с кем угодно, то очень такая благоприятная ситуация для этого. Вот. Но условия для инвестора заключаются не только в том, да, что благоприятная налоговая система, но и в совокупности всех других условий, то есть в комплексе. Площадка для обсуждения различных вопросов. Место, где устанавливаются деловые контакты и решаются проблемы, которые возникают в процессе двустороннего сотрудничества. Все это Абхазо-Российский деловой форум. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Стамур Гошба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.